пройдем в один из прекраснейших домов, арабских домов, где вас радушно, гостеприимно встретят арабская культура, арабское гостеприимство, арабская кухня. Проходите, пожалуйста. Для вас это будет поверье, но это правда. А когда в арабский дом приходит незнакомый человек, его ни о чем не спрашивают. Его гостеприимно принимают в арабском доме, 3 дня заботятся о нем, кормят, укладывают спать, и только через 3 дня он может сказать о том, что произошло, что случилось. То есть только через 3 дня у него спросят о каких-то ситуациях, которые произошли в его жизни. И если есть какая-то проблема, это не важно, это арабский человек пришел, либо русский, либо европеец. Он может поделиться своей ситуацией, и арабский народ настолько добрый, что они всегда пытаются помочь. Вот сейчас вы можете здесь посмотреть мастер-класс, о котором расскажет наш дорогой доктор Басам, и отведать после блюда арабские очень вкусные. Также будет мастер-класс по приготовлению арабского чая. Посмотрите, как он наливается совершенно таким необычным способом. И отведать марокканское блюдо тажин в особой посуде, в которой тажин готовится очень вкусный, и даже картофель имеет совершенно другой вкус. Вот эта посуда также называется тажин. Спасибо. Начнем мы с мастер-класса по хумусу. Дорогие друзья, хумус, что такое хумус? Это нут. Это нут. Его варят в скороварке. Если нету скороварки, то мочит 1 сутки и 8 часов воды, чтобы он приготовился. Это арабский нут. Впервые его выращивали в Палестине 7500 лет тому назад, до нашей эры. И с тех пор палестинский народ за счет него живет и существует, и все войны ему не помеха, что продолжать свою жизнь. Что сюда входит? Сюда входит кунжут. Кунжут пожарили из масла, и затем его перемололи в кофемолке. Он становится просто тахинным соусом. Туда добавляется в миксер вареный нут, паста кунжутная, чеснок добавляется, лимон добавляется, и все это крутится, затем стелится в тарелку. Что я сейчас вам и продемонстрирую. И украшается именно, да, это перец. Это дагда газовая или ядерная бомба называется по-другому. Вот. Но благодаря этой блюду, которое палестинцы всю жизнь не кушают, и в 100 лет мужчина будет иметь детей. То есть поэтому... Сейчас все мужчины съедят его. Поэтому, когда оккупировали Палестину, они выгнали из Палестины где-то 1,5 миллиона за рубежом. Они сейчас, эти 1,5 миллиона, за 70 лет стали более 13 миллионов. И внутри Палестины оставалось там около миллиона, более 7 миллионов. Вот просто о чем я хотел сказать. Дальше мы открываем эту банку. Банки, когда крутим все вместе, ставим в холодильник просто банка, и потом вытаскиваем, чтобы кушать. Вот, сейчас я сюда вытаскиваю то, что внутри у нас. Для такая блюдца, для такой тарелки, 1 банка будет мало, поэтому я здесь запущу 2 банки как минимум. Да, до конца. Нет, захотел. Аппетит поднимается.
очень красиво обычно подается это блюдо. И что удивительно, его кушают не ложками, не вилками, а хлебом. За этой целью мы сегодня заказали по заказу арабского хлеба. Я его привез горячим сюда. Ну, конечно, он сейчас остыл. Почти уже. Эх, не хватает музыки. Так. А где у нас Арсений? У нас Арсений. Нет, немножко. Я медленно, да? Да, немножко. Да. Да. Мы вытаскиваем оттуда варенье, но не молотый тут. Его не мололи специально. Вот мы так делаем. Но это нут, это не обычный горох. Обычный горох, у него совсем другой вкус и совсем другой пользу. А нут это вот так украшает. Из него, кстати, делают котлеты, называются фалафель, из этого винута. И я на протяжении почти 40 лет в России, когда заходят русские в кафе арабские, кушают фалафель, мне очень нравятся эти котлеты. И всегда говорят, а это мясо, или баранина, но никогда никто не догадывается, что это нут. Здесь мы частично положили отсюда ядерная бомба вместе с чесноком, вместе с лимоном. Здесь 2,5 лимона. Вот. И мы сейчас сюда положим вот так. Оливки где? Она... Оливки, хорошо. Я думаю, кушаем. Значит, я предлагаю первому, кто будет пробовать здесь, хозяйка Заказать желание. Светлана Александровна. Светлана Александровна, я прошу сюда. 10 минут будем ждать. Сайт, я вам покажу. Вот, так, сделаем. И подождите. Все, скоро у нас пополнение будет. Давайте там подходите, давайте не стесняйтесь, все подходите, берите хлеб и сами вот кладите на это. Угощайтесь, дорогие гости, очень-очень вкусно. Мама. Значит, вот эта Марамия, это святая земля Палестина. Она носит имя Мария, Мать Иисус, это святая трава, потому что когда Иисус в детстве болел,
она варила его и лечила это. Вот я хочу, чтобы понюхали. Понюхайте раз. Это будет... Нет, это не яд. Мне интересно. Это марамия. Марамия. Да, можно? Да, марамия. Понюхайте все. Галина Николаевна. Это марамия, которую мы сейчас положим в чай. Да, она лечебная трава. Вот она вот имя Мария Мать Иисус. Светлана Александровна, наш дорогой муж. Она даст чай необыкновенный вкус. И очень лечебный чай. Тогда, как мы варим чай? Мне кипяток нужен. Там нет? Так. И кладем. Часть этой травы. Часть этой травы кладем в чайник. Как вы видите, сетка. И в Палестине, так, обычный чай берет индийский. Вот кладем сюда чай. Индийский чай. Я его сделаю можно побольше. Кипяток добавляем. И мы его сейчас ставим на плиту. Почему так не ставим? Потому что вода должна видеть все соки еще, чтобы чай, как говорится, по-настоящему ощущал. Его недолго там, 1,5 минуты до 1 на тихом огне. А плита, которую включить, можно его, знаете, еще с чем? Это очень важно для тех, кто поют, для голоса. Есть анисовый чай. Да, вот анис. Это настоящий анисовый зерна. Девочки, вот туда Все понюхали анис. И кто поет и выступает постоянно, это очень полезно для расслабления. Это певцы у нас используют и мула. Все вот это читают, Завтра подойдете, почему и чай. Ложки 3-4 такой чай. И как вы видите, здесь Аллах, Мухаммад написано. И зеленый. Это знак, символ ислама, цвет ислама. И добавляем сюда воду. Сверху кладется лимон. Какой вкус? Украшается оливками. Высокая краска. Так меня еще не пил.